В Ленске продолжают работу по благоустройству города. В частности, по госпрограмме второй год стабильно устанавливают освещение улиц. Сюжет нашего корреспондента. На протяжении 2 последних лет по распоряжению главы республики всем районным центрам выделяется по 5 миллионов рублей, при условии софинансирования их со стороны еще 500 тысяч рублей. Все эти средства выделяются по программе благоустройства, и в этом году городская администрация, как и в предыдущие годы, направила их на городское освещение с установкой светодиодных светильников. Также в рамках программы благоустройства в этом году был выполнен еще ряд мероприятий по уличному освещению города. Провелись работы по реконструкции линии электропередач уличного освещения по улице Каландрашвили. Также были дополнительно освещены пешеходные перекрестки по улице Нюйская и перекресток по улице Первомайская, Заозерная. На данных участках выполнены работы по модернизации объектов уличного освещения. Заменные светильники с лампами ДРЛ с мощностью 250 Вт на светодиодные с энергопотреблением 128 Вт. Главная причина перехода на светодиодное освещение улиц, по словам главы города, большая мощность и впечатляющее энергосбережение. Мы планируем заменить все светильники ДРЛ и ДНАТ в городе Ленске на светодиодные светильники. Я надеюсь, что вот в ближайшие 3-5 лет, ну скажем так, все основные улицы мы постараемся завести под светодиодные светильники. Но для чего это делается? Ну, во-первых, сегодня ужесточается экологическое законодательство, то есть сегодня мы должны уходить от ртутно-содержащих ламп, это ДРЛ, ДНАТ. Но немаловажный вопрос, конечно, это экономия. То есть светодиодные светильники нам дают экономию практически в 2 раза. Также ведутся работы по освещению частного городского сектора. Это улицы Полярная, Спортивная, внепланово до Нового года. На радость жильцов будет освещена и улица Мухтуйская. Это улица Заозерная. Мы там установили 4 опоры металлические, подключили уже, установили. Это мы делали на той неделе. По улице Чапаева установили 3 опоры. По улице, получается, Полярная у нас еще... Вот сегодня с утра работали там, установили там 14 светильников на подключение, подготовили, тоже натянули провод. У нас остается улица Спортивная и улица Мухтуйская. Неосвещенным остался небольшой участок улицы Заозерной, который планируется осветить в начале следующего года. Также в следующем году планируется осветить самую темную улицу нашего города – Объездную. По этой улице постоянный поток большегрузной техники, от водителей которой постоянно поступают вполне обоснованные жалобы. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.